Между тем, жители Якутии сразу же откликнулись на призыв о помощи пострадавшим от паводка. В регионе был организован сбор вещей и денег на эти цели. Еще больше горем прониклись жители тех населенных пунктов, которые страдали от затопления раньше. Среди них жители Уснеры. Подробности далее. Аймиконцы на себе испытали силу водной стихии в 2004 и 2013 годах. Поэтому с беспокойством следили за сводками ЕДДС и выпусками новостей. Я сама с Амги. Многие родственники, знакомые у меня там. Как всегда, волнуемся все равно. Дети волнуются насчет бабушки. С больницы мы кто сколько можем собрали деньги. Скоро, наверное, отправят. Первыми с инициативой перечисления части заработной платы вышли педагоги Уснеры. Инициативу поддержали во всем районе. Мы собрали наличными деньги и перечислим их адресно семье из Амги многодетной. Конечно, мы откликнулись на эту беду как на свою, потому что беда может постучиться в любой дом. Адресную помощь многодетным семьям решили оказать и работники Центра помощи детям. В связи наводнения в нашей республике сложная ситуация. Мы, коллектив сотрудников и детей Уснерского центра помощи детям, решили помочь Амгинскому району. Наше единое детское движение отправляет свои любимые игрушки детям Амги. Сотрудниками Уснерского центра помощи детям был организован сбор денег. А также сейчас мы собираем теплые вещи, детские, постельное белье. Ведь чужого горя не бывает. Амга, мы с тобой. А работники культуры, кроме перечисленных средств из зарплаты, переведут на счет пострадавших от паводка и выручку от благотворительных концертов. Дом культуры села Тюрют выступил предложением о проведении благотворительных концертов в помощь пострадавшим улусам. И это предложение приняли и другие дома культуры. Готовятся концерты на сегодня в Аймиконе, в районном центре. Сбор средств для пострадавших от наводнения продолжается. Только все вместе, только поддерживая друг друга, мы сможем справиться с любой бедой. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, Аймиконский улус.